Ну что, вот такой переход через речку. Всем привет, ребят. Сегодня 12 апреля. Очередной поход на болото у меня будет. Лед уже вот в таком состоянии перехода через лед. На транспорте, наверное, уже остановили, потому что опасно становится. И вот там уже открыто видно. И для пешеходов также ничего не придумано. Вон там тоже промоина видно. Вот. Уже все открылось. Уже все открылось. Промоины. Вон он просачивается. Тут все уже. О, как бултыхает. Ну что сказать про этот переход через речку. Вон там тоже все открыто уже. Полынья кругом. Зимой, когда лед метр толщиной и больше, делает мостик для перехода через речку по льду. А в данный момент уже вот здесь вот народ, кто живет, уже практически переходить скоро не сможет. И ничего не придумаю, что вот какой-то мостик сейчас реально сделать до открытия воды. Но у нас в России все делается как-то не так, как надо. Зимой, в принципе, этот мостик нахуй не нужен. Можно и по основному, где хочешь, там пройти. Это сейчас надо придумывать, скажем, когда уже весна, чтобы был переход. И летом. Вот. Ладно. Сегодня смогли, завтра еще, может, сможем. Но в скором времени уже
вдоль берега будет вода, и уже перехода не будет. Так что надо делать сегодня, что возможно. У нас там фронт работ какая есть. Пока снег, если держит, конечно. Если дойдем до шалаша. Наши планы сегодня дойти до шалаша и закончить с ремонтом. Видите, там солнце встает. Такой красивый восход. Вон оно. И тут уже не проехать мои следы еще. Вот с прошлого раза я тут переходил эту дорогу. Кто смотрел видео, видели. С Туланом мы ходили в к шалашу. Сегодня я его не взял. Потому что он непослушный. Говорю честно, как есть. Он рабочая собака. Вон, смотрите, какое солнце, ребят. Утро такое морозное. Ну, сегодня также будет жарко, думаю, днем. Вон, болото начинается уже. И на такие ближние походы я его брать не стану. Раз он себя так ведет, пусть дома сидит. Все лужи замерзли уже. Ну, примерно идти остается еще полчаса мне пешком. И дойдем уже. Где-то 40 или час времени уходит на то, чтобы дойти пешком от дома. Где-то примерно час. Это переход через речку на лодке весной, на охоте уже. Сегодня мы еще по льду перешли. Вот так. Не знаю, какая охота будет весной, конечно. Снега каждый днем меньше и меньше становится уже. Посмотрим. Не будет снега, не будет воды на болоте. Не будет воды, и уткам негде будет садиться. Им надо место, где много воды. Нас пока держит хорошо. У нас есть 2 часа, 2,5 примерно. И уже начнет теплеть, и снег быстро превращается такой. У нас превращается в такой мягкий снег. И уже так хорошо не будет ходить, как сейчас. А у меня лыжи нету с собой. Много раз вообще в этом году в зимних походах меня спрашивали, предупреждали, что надо брать лыжи. Почему я не беру лыжи, когда еду на буране. Вот когда я от избы ехал, скажем, на рыбалку. И лыжи я оставлял возле избы. Отвечаю на ваш вопрос. Лыжи с собой не брал, потому что я далеко от дорог не отъезжал. Хоть и от избы, скажем, я уезжал 3-4 километра. Я ехал по готовой буранице. И если что, возвращаться можно без проблем по буранице старой. Конечно же, если я ехал бы куда-нибудь далеко, скажем, на вторую избу, если получилось поехать без лыж, никак. Для страховки лыжи нужны. Но и в то же время у меня на второй избе там есть запасные лыжи. Скажем, я если туда поехал без лыж, вот сейчас, в данный момент, вот, ты пошел по насту и без лыж. Лыжи не взял и пошел. И так получилось, что попал в такую погоду, что снег растает,
и не будет держать, пешком не дойти. У меня там запасные лыжи есть. Да и на первой избе там старенькие лыжи. Да, без проблем. Блин, про первую избу лучше ничего не говорить. Там 300 метров от до дороги. А дорога там, блин, всю зиму с осени ездят на буране. Ну вот, вышли на поле, где наш шалаш. Думаю, в первую очередь надо лапники натаскать для маскировки. Пока вот как снег держит, но вот здесь уже, вот смотрите, начинается набираться вода. Половина снега уже растаяла тут. Если на весенней охоте дождей не будет, все высохнет, блин. Чудная весна в этом году, честно говоря. О, трава уже все видна, напоминает весенней охоты, когда ты бегаешь за подранком там. Интересные моменты, много моментов тут было уже. Тут снег не держит. Надеюсь, видно, как здесь смотрится все это дело. Здесь чуть-чуть, блин, ну типа ямы, и вода вот сюда накапливается. Вот именно выбрали это место, где дольше держится вода. Ну, со стороны я смотрел, шел сейчас, и вроде как, ну, шалаш, не скажу, что очень большой, громоздкий получилось, терпимо. Вон столько воды уже тут. Вот так вот. Дошли, хорошо. Наши старые следы буранницы прошлого раза. Вот тут мы ездили. Я думал, еще приеду на буране, на снегоходе, но вот не получилось. Не смог я отвезти вот эти горбыли, что осталось. Здесь вот сколько снега было, уже все растаяло. Вот смотрите, ничего не осталось. Так, ну лед хороший еще тут. Так, первое, что мне интересно, это, надеюсь, я доску правильно измерил. Да, с запасом все хорошо. Здесь так будет ништяк. У меня примерно ширина 60 сантиметров, наверное, получится. 55-60 для Лёшки самое это. Я влезу туда, буду отдыхать. Так, все хорошо. Будем доделывать, что запланировал. Здесь маскировка особо не надо. Вот ту сторону надо замаскировать и сверху. О, блин, вот я увидел. Что-то я даже забыл. Ё-моё. Навес хотел взять для этого. Для двери еще хотел приделать. Сейчас увидел, да, только вот вспомнил. Вот это да, голова, блин. Забыл, что поделаешь. Хотел на навес поставить дверь, чтобы открывалась. Пипец, вот так. Забыл. Нормально. Так, на этот раз я взял с собой пленку. Это укрытие будет. Здесь что открыто у меня. Закроешь пленкой. Здесь оставим. Дальше топор. Так. Ножовка. Немножко чая глотну, там бублики и вот эти термос с чаем. Ну и саморезы, гвозди немножко. И еще вот
На втором канале я спрашивал, что это. Не знаю, догадались, нет люди, но у меня здесь будет стол такой. Вот такой столик здесь будет. Ну, как все сделаю, покажу. Мне надо немножко укоротить эту доску и столик прикрепить. Как все сделаю, покажу, ребят. Ну вот, смотрите, я добавил еще одну доску, и у меня хорошие нары получились. 2 метра на длиной и сантиметров 60 ширина. Здесь также прикрепил такой столик. Сейчас я покажу, как все это выглядит. Это чтобы не мешалось, скажем, я ужинать буду раскладывать этот столик, а на охоте я это все уберу и все четко. Вроде нормально все получилось. Тут можно термос ставить, там еду, все что угодно. Сейчас я быстренько попью чаек и буду продолжать работать. Первое, что я сейчас заметил, вот такая там немножко, ну это чуть-чуть, что открыто осталось, это пусть проветривается. Скажем, я газом буду здесь греть этот шалаш, и чтобы не задохнуться тут. Здесь вот у меня недостаточно степлером я прикрепил. Ветром в щели там ветер попадает, и немножко уже этот трубопровод отошел. Второе, с пешкой я тогда также не подумал. Вот тут, смотрите, щели. Здесь дополнительно надо что-то. Ну, первую охоту, когда будет охота, надо сюда привести также степлер и продолжать здесь немножко утепление. Может, пленкой такой утеплю или еще. И вот тут, смотрите. Здесь, смотрите, какие щели. Я с этими щелями уже охочу здесь, наверное, в этом шалаше примерно не меньше 5 лет, может даже больше. Не замерз, в принципе, я не замерз. Вот здесь все открыто. Я буду здесь сидеть, отдыхать, лежать. И вот то, что здесь осталось открытым вот тут, это мне надо для охоты. В то же время, скажем, я ночью буду здесь греться. Я здесь закрою, который вот на крыше у меня дверь. Такая так называемый. Вот тут у меня дверь лежит. Этой дверью я здесь закрою. И здесь все пленкой буду закрываться. Пленкой закроюсь. На меня дождь не будет попадать. Ни ветер. Ничего. Я эти 2-3 часа я просто буду сидеть в тепле. Для этого я принес пленку. Запас пленку у меня есть. Еще остается только привезти сюда, принести это, получается, трубу для газовой горелки. Блин, шикарно все получилось, в принципе. Очень неплохо. Вот такой обзор. Я буду так сидеть, ждать, когда сядут кряквы, свиязи, широконоски весной обычно на болоте, черни эти и шилохвост, чирки. Ну, блин, всяко разные утки. Не знаю, как весна будет, какая охота. Поснимаем, что получится. Вот такие чучела очень много. Раньше этим тоже. Ну, эти-то рабочие чучела. Это еще сколько уток я уже с этими чучелами настрелял. А вот гусиная охота у меня никогда не получалась. Не получится, наверное, потому что их у нас нету практически. Ладно, сейчас пью чай. И крышка термоса тоже убитая. С Алиэкспресса вот. Ну, покупал. Так, а сахарный песок я забыл тоже ложить. Ё-моё, что за утро сегодня? Точно, без сахарного песка сегодня чай у меня уйдет. Да, забыл. Нормальный ход. Вот это да. Ну, здесь не мешает, в принципе. Но складное, думаю, лучше, потому что
все равно, когда ты будешь охотиться, там будет мешаться он, во-первых. Потом, во-вторых, будет мешаться туда раскладывать вещи тоже. Ну, до пола уже половина на расстоянии залита уже водой. Не знаю, дойдет, нет, до пола. Ну, не должно. Не должно. Где-то от земли примерно сантиметров 15, наверное, получается выше. Ну, все вроде рассчитал. Посмотрим как. О, замерзла. Блин, без сахара Олегу чай пить, это, конечно, чуть-чуть не то. Ну вот, вообще ништяк получилось. Так, вот эти горбыли меня вот напрягают, блин, осталось тут. Там, блин, что делать, наверное, здесь раскидаю, может, сюда, на выходе. Напрягают в том смысле, что отпугивают они. Потом на охоте разберусь, постелю пошире как-то. Здесь выход, глубокая яма. Пускай тут уже гниет, лежит. Раз так получилось. Надеюсь, не будет отпугивать уток. Рейки еще привез, чтобы... Так, рейки пока тут оставлю, фиг с ним. Ну это чтобы чучела там, как сказать, ну если придется там заменить эти стойки для профилей, пока пусть тоже лежит. Дерево сгниет, это не пластик какой-то. Вот. Потом еще растает, и эту чурку уберу отсюда, и сюда нормально постелю. Предбанник и вот так будет. А отсюда вот такой вид. Такие дела. Ну что, ребят, выглянуло солнце, уже греет. Что возможно я тут, что запланировал, в принципе так же сделал. А остальное уже на весенней охоте, когда первый раз придем. Но обязательно надо степлер сюда еще принести. Ну и по ходу там трубу. И вроде все. Мы к весенней охоте готовы. Маскировку делать буду на охоте. Потому что сейчас земля мерзлая, хоть я и маскировку сделаю, там все равно ветром унесет. Это надо, и проволоку надо, наверное, еще принести, чтобы закрепить все это. Вот. Сейчас обратно пойду и заодно еще, наверное, не поленюсь, к первому шалашу схожу, где я начинал охоту на болоте. Я не раз уже снимал, но все равно, пока нас держит, буду гулять. У меня еще есть час времени примерно. И это этот шалаш возле дороги недалеко. Все по пути. Пью чай без сахара сегодня. По пути еще, если попадется, я буду собирать брусничные листы. Обязательно, если найду сегодня же, я заварю, потому что у меня что-то с поясницей непонятно что. Не то простыл, не то почки там барахлят, не то фиг знает,
что-то там дискомфорт. Вот именно поясница. Вроде тяжелая, я сейчас ничего не таскал. Попью, наверное, вот это свежезаваренные вот это брусничные листы. Они помогают от почки, там воспаления всяких разных тоже. Примерно так. Хорошо. Посмотрим, какая охота будет, как я буду здесь ночевать. Мне самому интересно. Конечно, удобнее было, если нормальная будка там на весь рост там и. Но это, в принципе, как вспомню, через что я, какая охота была раньше, без шалаша, без ничего, без укрытия, без ничего там. Дожди сильные, под дождями сидишь там. Это не сравнить, это люкс, так скажем. Слышите, уже ветер поднимается. Все, сейчас будет штормить. Вчера очень сильный ветер был, и сегодня лес гудит уже. Надо смотаться отсюда по-быстрому. Тут открытое место кругом тут. Нас быстро таять будет. Ну и вам тоже показал немножко, чем я был занят. Столик сделал, нары расширил. И в принципе ничего такого и не сделал. Дверь хотел повесить, и у меня навеса нету, забыл. Ну и ладно. Так, буду собираться и газку. Так, топор у меня на улице. Это тоже сюда. Гвозди оставлю тут. Гвозди пусть тут будут. Куда-нибудь сюда ставлю. Пускай это тут будут. А все остальное ножовку не забыть. Или что-то еще спилить. Сейчас я еще посмотрю на улице, может где-то что-то еще спилить, срубить надо, чтобы эти инструменты уже весной не тащить. Я вот степлер, кроме степлера, наверное, больше ничего и с собой брать не буду. Гвозди. Так. Ну что, здесь так будет пока. А в будущем году, я в этом году посмотрю, с такими ножками это оставлю. Если что-то не будет устраивать, также буду переделывать. Ладно, пойдем мы. Сильный ветер уже поднимается. Вообще жесть. Весна так весна. Вот так все выглядит. Вон. Пол, сухо, нары. Все четко вроде как. Так что посмотрим, какая охота будет. Ладно, шалаш. До майских охоты, где-то 5-го, наверное, охоту открывают. 5 мая. Тут я пойду к первому шалашу. Ну вот, они брусничные листы, какие-то вот бледные, конечно, но наверное, соберу. Потому что здесь вот, осенью, когда я за клюквой сюда приходил, ну где вот эти баранки, наверное, туда. Я одно тоже пакет я закинул. Осенью, когда я здесь за клюквой приходил, я видел здесь брусника тоже. Кусты были и ягоды. Короче, видно, что здесь, если ягода есть, значит и эти листья должны быть хорошими, лечебными, так скажем. Но какие-то бледные, какой-то цвет непонятный. После зимы, может, еще не восстановились они, эти кустики. Но раньше, когда мы в детстве собирали со школы, ходили в походы, они крупные были листы и зеленые, а сейчас вот как-то желтоватые, непонятно.
Много собрать не стану. Мне чисто для одной заварки. Для профилактики попью. Все это дело, конечно, в аптеках продают. Но у нас все под ногами. Только не ленись, собирай. Так. Да, вполне достаточно. Хватит. Ну какой ветер, блин. Холодный. Ветер, проходящий через снег. Он очень холодный. Запросто можно простыть. Даже не ощутишь этого. Просто ты вот думаешь, тебе жарко. И моментально можно остыть. Ладно, все, хватит. Сюда меньше солнца попадает. И смотрите, еще снег. О, сосна тут очень большая. Одно дерево-то есть. Есть одно местечко. Это верховье далеко. Где-то 40 километров. Или может чуть... Ну, примерно 40, наверное, от села. Когда раньше туда ездил на рыбалку. Короче, дорога идет. И дорогой шли, дорогу пробивали, делали дорогу. Там большое крупное дерево. Это дерево не свалили, как ни странно, а объехали дорогу. И дорога получилась такой вот полукругом. Но, как сказать, это дерево не свалили. Вон шалаш мой. Это второй, в принципе, это второй шалаш. Первый вон там. Каркас нам только осталось. Ну, сейчас экскурсию в прошлом году, наверное, не снимал. Давайте пройдемся, пока нас держит. В прошлом году тут охотились. Один охотник меня спрашивал, можно, нет, говорит, в твоем шалаше охотиться. Без проблем, говорю, мне не жалко. Также у меня конструкция одна и та же, одной планировкой я делал. Так, ну вот. Вот так все выглядело. Одна доска. Но сюда здесь, когда я охотился, только приходил утром, ну, ночью приходил на утреннюю зорьку. А сейчас уже стал ходить с ночевкой. Как бы с вечера приходишь в шалаш, ночуешь там. И уже вечерняя и утренняя зорька там. Если утиные перелеты хорошие, хоть круглые сутки сиди. Здесь тоже водоем хороший получается. Там очень много воды. Там дорога, где я хожу. Там шалаш тоже. Где-то метров 150, наверное. Вот. Ну, в этом году, видать, охоты здесь не будет. Не подготовлено, ничего там. Не знаю, это уже... Я все шалаши, мне одного хватит. Все шалаши там следить за ними. Это так же, как одна избушка, все четко там ухаживать. Или же у тебя 3 избы, больше времени надо, ухода, как из техника, когда одна машина у тебя, или же 3 машины автомобиля. Конечно же, за одним ухаживать легче, меньше запчасти там, туда-сюда. Меньше денег уходит. Ну, вот так же и с избой, или же с этими шалашами. Вот здесь у меня первоначально, где вот начинал я здесь охоту. Я вообще не в теме был, не знал места, куда бы на чужой огород не хотелось лезть. Там кругом занято места. Там тоже шалаш, везде занято, короче. Ну, здесь я устраивался. Потом воды здесь мало, мне не устраивало.
Это место. Вот такой каркас, ребят. Вон там уже нормальные шалаши, люди ухаживают, тоже охотятся. Здесь вот такой первый мой шалаш. Такая конструкция. Ну, крыша такая была. Вот. Сидюшка-то, две чурки там. Да, сидюшка там тоже вот такая. Вот. Жизнь кипела. Было настроение, желание. Вот. Ну и сейчас как-то еще все поддерживаю. Все поддерживаю как надо, где надо, что мне надо. Будем охотиться. Ладно, сейчас попробую здесь. По мосту еще пройдусь. Хотя ветрено тут на входе. Сильный ветер. Ой, не знаю, ребят. Снега вообще уже, смотрите, на середине болота вообще снега уже не остается. Это не очень хорошо. Тут уже все начало стоять. Там бураница будет, там легче, думаю, будет идти. Но журавлей еще нету. Обычно по насту они уже прилетают и кричат на болоте. Всегда слышно их. Но их еще нету. Не спешат они. Чувствуют, наверное, все таки погоду. По буранице вообще красота идти. Здесь у меня вот следы. Это наша бураница с прошлого раза. И тут до меня еще ездили. Это охотники на гущей. Также строили там в глубине где-то, ну, примерно 1,5 километра, если отсюда, в центре там болото. Такое вот тоже укрытие. Домик небольшой из горбыля они строили. Но в этот раз я туда не пойду. Как-нибудь в другой раз поснимаем. Вот так. Уже скоро вербное воскресенье. Смотрите, какая верба тоже тут. Прям сочная такая вот. И цвет такой интересный, красивый. Вон он. Реально пушистые они как. Ой, пушистые. Видите? Вот именно с близкого расстояния показываю красоту нашу. Вон она. Вот. Очень красиво. Пошел другим путем. На болото шли мы через переправу, а возвращаюсь обычным по своей бураницам, где я ездил зимой. Ну тут ледник еще хорошо держится, лед. Даже воды еще вдоль берега нет. Вот. Остров уже вон как виден. Каждым годом остров становится больше и больше, в рост идет. Вот такие дела. Зимний след снегоходов. Зимой тут, ну, к весне уже ездили. Основное зимой у нас по дороге ездят, а к весне уже начали ездить по льду. Так, ну что тут у нас? Переход, конечно, интересный там. Немножко осталось там. Ну, с южной стороны нет. Солнце вот с восточной стороны попадает в западную сторону, светит. И тут уже вода. Тут уже вода. Вон она. В прошлый раз снимал еще. Немножко было открыто. А сейчас смотрите как. Каждым днем все больше и больше открывается. Там еще можно заехать пониже.
если на буране кататься. Так, о, и наша лодка уже, я вижу. Лодка как с осени оставляли, так и лежит. В принципе, все нормально. Не придавило снегом, ничего. Подремонтируем, покрасим чуть-чуть и весной еще будем ездить. А к осени посмотрим, материал будет. Если будет там доски, надо новую сделать полегче. 0,7 толщина листа цинкового надо прикупить. И вот эти доски проблематично. 6-метровые надо. Вот. Основные предприниматели работали где сосны. Такой елки не было, говорят. Да и я тоже поздно спохватился, не заказал им вовремя. Фиг с ним. Все как будет, поснимаем, как всегда. Ладно, буду заканчивать, ребята. Тут уже пробили на УАЗике дорогу. Сейчас уже тут будут ездить. Потому что там, наверное, вода. Лодка, вот, смотрите. Еще снегоходы поверху ездили, а вот как еще уже сейчас видно. Быстро снег уходит, ребят. Кто-то разбирает дом или сарай. Слышно, как доски гвоздедером дергают. Ремонт. Ну, начинается жизнь в деревне, начинается это с весны до осени. Кто-то что-то строит, разбирает. Все, ребят, пойду я домой. Спасибо всем, кто досмотрел очередной фильм. Ждите новые фильмы. Будем дальше снимать, показывать. Тут смотрите, какая лодка интересная тоже. Вот такая вот фигура лодки. Вот это мне нравится. Вообще интересная. Это такие лодки хорошо идут по воде. А если сделать, скажем, нос такой, а сзади не сузить, там, как утюг потом будет. Многие так лодки делают, это большая ошибка. Так, все, всем пока. Тоже канава наполнилась все водой.